Все исламисты вокруг мэра Ниццы почему-то там собираются. Что-то там не то. Им делинтецию. Бусу малхеру. Ламаз мадойтицу, Ибрахим, ламаз мадема табахицу. Спящая ячейка проснулась. Они, заброшенные козырьки были, оказывается. У них по исламу можно и мат, не мат, на все, любой гадость сделать. А потом в нужный момент они раскрываются. То бичане, те долдули, Да, исламист тебя умывается, никакого исламиста. вот, и боду. Как бы накидывание будет. Просто проблема в том, что вот именно как бы поддержка, да, вот не то, что поддержка, а вербовка вот этих исламистов, она же за Удуговым, за Темишевым, за Халимовым, все вот эти деятели, они продолжают, они все на связи. Вот здесь в Австрии Элханов, тоже из Кавказ-центров. Потом вот это Киетчо, их весь джамаат здесь, который. То есть они сейчас такие латентные. Все, кстати, безбородые, конкретно шифруются. Вот именно идеологи, вот кто у них во главе стоит, они в основном все безбородые. И не знаю, как бы их деятельность сейчас пытаются заговорить, заболтать. И какие-то вот эти здесь разборки, зачем? Короче, такая тема у нас, да? Какое-то не в ту сторону лаяние. Вроде у нас тут проблема с исламистским, вот этой исламистской темой, с антиеврейской темой, да, то есть. А тут у нас какой-то внутренний пытаются фронт открыть. Идея стопудовая, это же извне, как бы вот этими латентными. Короче, такая у нас тема. А вот называть конкретно этих людей самих, вот Темишев, он сколько он исламист, насколько понятно, что он, иншаллах, там партия исламского возрождения ее учреждает, короче, в этом находится Джамаль Гайдар там вместе с ними. Но сам-то он, его семья, его все близкие, они вообще, ислам вообще рядом не проходил с ним. Но почему-то вот чеченцам они усердно, Удугов, его брат, этого Темишева, который провозгласил джихад кефира. Точно такой же он и за ислам не рядом не проходил. Вот ты знаешь, что его племянник Удугова, если он Удугова племянник Темишева Махулис, под Эйфелевой башней стоит на гитаре себе с длинными там волосами, короче. Вот, абсолютно. На гитаре играет. Короче, там они Францию, походу, захватили уже. И там прикалывались с него, меня когда присылали, типа, интересно, племянник Удугова на гитаре под Эйфелевой башней, наверное, Иерусалим песню поет, Муцураевскую. Мадиц Бах какая, Ибрахим, Мадиц Бах, Мабиц Бах. Жовар голова. Который уже сдох давно, да? Вообще его труп возьмите себе в одно место, засуньте, кто там, найдите его, вытащите, найдите очевидцев, кто там был, а его там, я не знаю, привлеките, короче, допросите, короче, и выбейте из него, показать, из Идигова,
найдите труп и себе по одному куску в одно место его засуньте. Зачем нам, нахрен нам Дудаев нужен? У нас есть вот проблема исламистов вот этих, которые продолжают наш народ дебилизировать. Абсолютно. Вот Джохар в одно место. Их нельзя. Джохар законно прошел свой путь со всеми вашими исламистами, изворачивался от ваших нападков, от дискредитации, от всего, пытался там удержаться среди этой темы, короче. Но ему удалось и фундамент государства заложить, и брешь эту пробить, и добиться многого. И все, кто тогда его дискредитировал, что он исламист, вернее, Кефир, да? Жена там христианка у него, сам 3 раза молиться не умеет. Ему потом там приходится с ними, им подыгрывать, вот этих всех настраивает против него. Как бы там ни было, это пофигу вообще сейчас. Джохара давным-давно загасили. Нету никакого Джохара. Закончился Джохар. Кому он интересен сейчас? Повторяюсь, пойдите, найдите его кости и по одному куску его костей в себе в одно место засуньте. Сейчас не такая у нас проблема. Сейчас у нас проблема вот этого исламистского движения, которое создал Темишев, который и сейчас эту тему, короче, толкает дальше, да? Он, его брательник Удугов, вот этот Закаев, Сулейманов, вот эти вот все, Тумсо Абдурахманов, Шмаков, вся вот эта ЧГТРКшная система, в которой вот эти вот деятели сейчас новообъявившиеся антидудаевцы. Вот что нас беспокоит сейчас, чтобы наше общество из этого исламского порядка вылезло. Тут сделали идола, хотят сделать из Дудаева, там, Дудаев. Да возьмите его, кости себе в одно место, засуньте все, соберите все по куску, разделите, там, кто у вас побольше его дергает, короче, вот побольше кость себе засуньте от него. Он нахрен, он кому нужен? То, что Дудаев вообще путь прошел, то, что он делал, это уже давно закончилось. Потом началась новая эра. Эра Темишевых, эра Удуговых, эра Яндербиевых, эра халифатов, эра шариатов. Вот это сейчас, эта тема продолжается. Нам вообще Дудаев нафиг не нужен там никому, да? Если из него идола, там, если кто-то думает, что там, да нафиг, ну вот вообще мертвый уже человек, его нет. У нас вот живые вот эти исламисты везде понапичканы. В Европе везде, на Западе засели. И везде вот эту вот тему толкают. Вот что у нас за проблема. Нельзя, нет, нельзя их трогать. Они должны дальше работать. Сидит белая шляпа. Внизу пишут, нельзя так говорить термином вандализма, Дудаев герой. Для меня он герой. Это 100%. Кто бы сейчас его там не дергал, вверх ногами, цитирую Кадырова, раком кто бы не стоял, какой-то голос из унитаза там переделанный, какой-то что-то, сколько угодно будет кричать, Дудаев для людей в этом мире герой. Как бы там его не пытались к нему шариаты какие-то сейчас прилепить, да, как раз таки эти шариаты ему приходилось про них говорить, чтобы лавировать среди вот этих ублюдков, которые против него настраивали все общество. Вот для меня лично Дудаев Джохар герой. Но если из него хотят сделать какую-то тему, как будто бы сейчас, если о нем говорить, здесь кому-то что-то они сделают, да засуньте это, его труп, идите и все, что угодно с ним сделать, с его трупом. Уже и так вы его с ракеты загасили там. У нас проблема чеченского народа – это не Дудаев. И у нас мы тут не пытаемся, скажем так, наша деятельность, наша цель – это не спасение имиджа мертвого Дудаева. Да нафиг нам это нужно?
Абсолютно, У абсолютно нас правда. тема, да, спасения вот нашего народа, у которого ни настоящего, ни будущего, вообще ничего нет. Пускай кто хочет, там, в Дудаевском этом трупе копается, там, сколько угодно. Скатертью вам дорога. Вверх ногами можете встать и это делать. У нас сегодня проблема – это Темишевы, Удуговы, Закаевы, Сулеймановы, всякие ислам, Кутаевы, да, Шмутаевы, вот это. Кутаевы, да, вся вот эта вот Гебнюковая братья, которая продолжает действовать, вот это нужно пробудить чеченцев, чтобы не следовали этим идеологиям, чтобы с ними не манипулировали, чтобы люди начали там думать правильно и заниматься своим национальным делом, наконец-таки, да, там, пробудиться немного, национальное самосознание свое восстановить и двигаться в интересах своего народа и где в местах, где мы проживаем, нормально интегрироваться и быть полезными своему народу и в месте, где мы проживаем. Все. Сейчас они хотят, Ибрагим, чтобы перевести эту тему, как будто бы мы хотим идеализировать, идолом сделать Дудаева, типа, понимаешь, вот отвести от удара вот от этих вот шариатчиков, которые нам принес все это, которые продолжают по сегодня, не то, что принес, по сегодняшний продолжают свою работу, хотят отвести от них удар. И вот кто первый стал грудью за них, люди, которые считались до сих пор, ну, типа, нашими, как бы, друзьями. Ну, не друзьями, как бы, но единомышленниками, типа. Понимаешь? Вот первые стали они. Если посмотришь, что общего между ними, вот этими людьми, я не пойму. Йоктаг, Дон Ахчи, Салаф, какой-то Ворон, Крикс, вот и дальше, и дальше. Что общего между этими людьми? Вот, скажите мне. Не, самое интересное, знаешь ты, 5 лет они сидели, Дудаева ни слова не говорили. Как эта тема появилась, Дудаев хает. А почему 5 лет назад не говорили про Дудаева плохо? Чего молчали они? Сейчас вот все есть, видео доказательства им предъявили, и они все кальсоны рвут на себе. Аюл, надежда, чистота, хочу, да? Дело отечь. Шепина, мускайна, табуши, уляются. Подкорялся. Правильно, турбас, а так. Начал целевич, садок, да, начал голум мадей. Я вам пожелаю пока хорошего эфира. Пойду детей гонять купаться. И я вижу, что запрос там кто-то поднимется вместо меня. Я пока буду вас снизу поддерживать. Хорошего эфира. Всего хорошего. Ибрагима хотел спросить, вот на Facebook тоже пост был чеченской партии, ну, ЧДП, там про Дудаева, про его религиозность. Я просто не понимаю, к чему это все сейчас поднялось, из-за чего поднялось, что это дает. Просто сейчас за Дудаева взялись. Вот, короче, у нас была тема Конституции Чеченской Республики, да, которую переделали, ну, вернее, подлог, в который сделали. И мы до этой темы полностью исследовали ее, расследовали и да, разоблачили и полностью по атомам разобрали, что это
незаконно, и что наша государственность, вот, которая основана на этой конституции, она вообще не соответствует вот этим исламистским движениям, которые вот эти там Удуговы, Яндербиевы, Темишевы, которую нам, ну, линию вот эту, которую нам гнули, то есть это не соответствует. Теперь, короче, поднимают вопрос Дудаева, да, потому что Дудаев, вообще сопротивление чеченского народа, оно, скажем так, поддерживало политику Дудаева. И все наши вышедшие, короче, на войну, все соотечественники, защитники Родины, они полностью все поддерживали Дудаева Джохара. И вообще в целом народ, да, голосовал за него и потом поддержал. И, ну, вообще-то Дудаев он сам выполнял, скажем так, Народу он выполнял. волю народа, да, блин, слова вылетают у меня. И как бы через него сейчас там пытаются, вот русские нас уничтожали, да, две войны против нас провели. И хотели доказать, ну, миру они говорили, что они борются не с народом, да, не с народом, который хочет жить независимо, который хочет за государство, а со всякими сепаратистами, бандитами, экстремистами, а потом уже, когда религиозная тема началась, уже ваххабистами, исламистами и международными исламскими террористами. И это у них как бы получилось в итоге частично, вот, ну не то, что частично, доказать миру, который после этого начал к нам относиться холодно, закрывать глаза на происходящие все преступления. Вот, потому что это нормальная психология. Когда ты видишь, вот, многие страны, которые там с террористами, вот, они имеют какое-то дело, они понимают, то есть проявляют солидарность с людьми, которые против террора, террористов борются. И нашу вот эту борьбу национально-освободительную, ее, скажем так, в глазах общественности, вот я часто критикую наших соотечественников, которые здесь говорят, что во Вторую русско-чеченскую войну были, она была как бы религиозная, там ваххабиты были. Это говорят люди, которые вообще в войне с оружием нигде не участвовали. Потому что это полный абсурд, неправда. Вон город Грозный, когда осадили, ни одного исламиста, ваххабитов, то есть ни одного, это нечестно будет, да, остались несколько каких-то групп вот этих джамаатовских. Все остальные вылетели пулей оттуда. И в основном осаде, которые находились, вот эти вооруженные там защитники, там вообще мало было ваххабитов. И тем более ваххабиты как бы на каких-то позициях вообще не были, да, там в тылу где-то отсиживались. Я сейчас не о всех говорю, да, есть какие-то моменты, где нормально, искренние какие-то эти были. Но в своей массе, кто оставался, да, небольшое количество, которое оставалось, они где-то в тылу отсиживались. И при выходе там из Грозного, когда тоже погибло много людей, там тоже ваххабитов очень малое количество. И кто эти трупы там видел, через это проходил, тот же знает, да, там вообще ваххабитов мало было. Кто полегло, кого. То есть вот это неправильное разъяснение вот этой ситуации. Но я сейчас чуть-чуть в другую тему ушел, но я хочу сказать, что Вторая война там никакого отношения тоже не имеет. Это потом в конце, когда уже наше государство не могло обеспечивать там вооруженное какое-то сопротивление, там многие люди рассосались, плюс вот эта вот тема обиды такой, да, что вот мы еле-еле выиграли одну войну, потом вот эти вот ублюдки, короче,
через этот Дагестан затащили опять вот этих русских. И у многих была обида, короче. Люди вот так вот отходили от этого, там пытались куда-то уехать и выжить как-то. И потом у государственной структуры, там, у Масада, у него не было финансирования, чтобы вооружать сопротивление. И молодежь, которая была не согласна с тем, что вот этот оккупационный режим принес, да, там, потому что они зачистки устраивали там на ровном месте, уводили все село, оцепляли, уводили ребят, пытали, короче, их без вести теряли, током били, осуждают, да, чтобы нас сейчас здесь не гасанули. Вот этим всем занимались, и молодежь, которая прошла через это, она озлобливалась и шла куда-то искать какой-то отряд сопротивления, чтобы бороться с вот этими. Да? И они вот так вот, эти джамааты, хринмааты, в них вот так попадали многие. А вот эти идеологи, которые стоят у истоков распространения этой религиозной темы, идеологической, ваххабистской, они давным-давно со своими семьями все рассосались, соскочили по всему миру. У них и запасные аэродромы там, и 2,5 единиц кому давал Березовский, да, там потом они же раскидывали на всех своих близких там. Они нормально все устраивались там. А вот эти, какая-то молодежь, она шла в эти ряды и потом ваххабистизировалась там на месте. То есть ты какое-то партизанское движение идешь, там джамаат, там, короче, ты, например, можешь там курящий какой-то, может кто-то выпивает, может еще что-то. А потом там он на месте ударяется в духовное, потому что, да, постоянно там мысль о смерти, о Боге, потому что ты в военной такой ситуации находишься, когда против тебя вся Русская Федерация. И тут тебе ваххабиты вот объясняют, вот так надо, какой-то зикра нельзя делать, надо вот это делать. Ну, и вот так вот, короче, ваххабистизировали общество. Опять это другая тема. Имеется в виду, что вот наше все сопротивление, да, его постоянно русские дискредитировали. Нашу вообще борьбу чеченского народа, ее дискредитировали. И тема Дудаева, как и тема Конституции, они как бы за нее хотят зацепиться. Типа вот Дудаев был задним числом, теперь Дудаев был, видите ли, там устанавливал шариаты, был исламистом. Усатый Дудаев, да, у которого там, русская жена, который может бухнуть, короче, с гостями, которые приезжают, которого обвиняли на тот период все, что он, короче, не истинный мусульманин, как этот ФСКшник Хазбулат, как его, Лабазанов, вот этот бандит, постоянно ему в противовес шариаты какие-то пропагандировал, то есть что вот Джахар не хочет шариат, что он шариатчик. Потом Хаджиев был такой ублюдок, тоже к шариату, да, его призывал. Автурханов был. Они все его этими шариатами, этими исламистскими темами дискредитировали в лице народа. Склоняли его, даже тот же парламент, который был распущен в 1993 году, он тоже пытался прогнать, во время своего распуска, быстренько прогнать вот эту тему ислам, государственная религия ислам, втюхнуть туда, в Конституцию. Быстренько, пока их не разогнали. Тоже это делалось в противовес Дудаеву, чтобы вот как бы народ сказать, что мы вот там мусульмане, а Дудаев не мусульманин. И все равно у них это не работало ничего. А тому приходилось лавировать между этим. То есть, чтобы на него и этот ярлык не накинули, и чтобы какие-то исламские государства, короче, не провозглашать. Но его тогда дискредитировали как раз-таки тем, что он не истинный мусульманин. А теперь вот после его смерти, уже после всего этого, его сейчас задним числом наоборот дискредитируют. Там какой-то в мечети
в какой-то дырке, в каком-то высокогорном селе, где там Джохар Дудаев в какой-то мечети, да, там. Джохар делал им такие мусульманам. Это мечети не то, что такие, вот там он говорит там какую-то речь, да, что они разбомбили наши все учреждения, все вот такие места. И это как бы большой урон для народа, для государства, и у всех настроение плачевное, да, а он их как бы дух им поднимает, говорит, это даже лучше, что они разбомбили, потому что там ничего хорошего не учили, имеется в виду вот эта постсоветская система там образования, которая всему совку учит, да, в голову совок, чтобы влить. Мы, должны, короче, типа в духовное вот такое, короче, там, божественное, там, вот это дело поднимать среди нас. То есть это поднятие духа, там, как бы во время военного вот этих действий, чтобы народ как бы не падал духом, что там с нами Бог, все вот такое. То есть это просто какое-то выступление в одной из мечетей, тем более, там, чтобы их не вышвырнули или пошли там, не настучали в комендатуру куда-то, что они в этом населенном пункте находятся, или там наводку не дали, чтобы авиации долбили. То есть такое тоже приходилось там угоду каким-то людям, что-то такое говорить. И учитывая вот это вот все, вот вывод нужно делать так о каком-то разговоре, о какой-то речи, потому что каефирицу провозгласил где-нибудь Джохар Дудаев шариат, где-нибудь он такой указ издал, где-нибудь... Один момент, дай добавлю. Когда Джохару вот эти в платках, вот эти в палатах говорили, что нам нужно построить исламское государство, то есть мусульманское. Джохар им, знаете, что сказал? Ну, давайте построить, а мы построим. А где мы мусульман возьмем? Где мы мусульман возьмем? Сейчас вот если возьмем тему о том, что было ли такое, что Джохар какие-то указы издал и какие-то шариатские движения ввел. Есть такое где-нибудь? Если есть, давайте в студию, где Джохар какие-то указы издавал, чтобы на момент военных действий, да, работали шариатские, не то, что даже работали, а просто вот это название было каких-то шариатских судов. Это тоже нормально в международной практике, вводить на момент военных действий систему, которая будет работать, каким-то образом будет какие-то механизмы сдерживать. Понятно, да, что там вообще никто не понимает, что такое ни шариаты, ни мариаты. Но это такая себе тема, которая была введена на момент военных действий. А так в государстве есть ли какие-то указы, приказы, чтобы вводить какие-то шариатские движения? То, что ты в мечети там стоишь, каким-то дедушкам что-то рассказал там, чтобы кто-то, чтобы духом не падал, кто-то, чтобы там в связи там с дискредитацией не побежал, там не стуканул какую-то наводку, куда-то жучок не кинул, чтобы там самолетами потом прилетели, долбили. То есть такой практики во время войн часто, короче, какие-то в населенных пунктах что-то там, скажем так, какие-то эти лозунги, что-то такое высказывалось, да, которые там для народа, скажем так, для поднятия духа и вот таком ключе. И что просто вот через него теперь хотят, то есть весь народ поддерживал Дудаева, Дудаев отвечал воле народа, а тут эти бегают сейчас, лазят, всякое, КГБшники, вот эти там, Темишева, не Темишева, сейчас вот этих активизировали там, раздраконили всяких любителей, короче,
Ну, не то, что любители, просто я никого не собираюсь здесь, короче, на кого-то осуждать, не осуждать. Просто если мозги включат люди, если они реально непредвзятые какие-то или реально не являются работниками, которые специально там вместе с ЧГТРК умышленно работают, да, вот, против всего чеченского, то просто задуматься, да, вот над мыслью, что вот это все, что над нашим народом проведено, проведено, за него нужно отвечать. За это все русские ответственны. И когда вот вы пытаетесь дискредитировать, да, там, вот это борьбу нашего народа, да, говоря, что это какой-то шариат был и какие-то халифаты были, вы тем самым подтверждаете, то есть подыгрываете русским и подтверждаете вот это все, то есть все, что они, значит, сами делали, это правильно было. Вот такая тут тема получается. Не знаю, вы это умышленно там делаете, неумышленно, но это вот так полностью, это соответствует. Если Джохара поддерживали все вооруженные люди, да, все защитники там Родины и народ на тот момент, а Джохар гнул, короче, вот такую государственную политику, и вы теперь на него накидываете шариаты и халифаты, то у нас получается, что вот эти все люди, они топили за халифаты и шариаты. И значит, нас русские правильно мочили. Что тут непонятно? Все, вы просто полностью содействуете этому. Поздороваюсь. Аршавойла. Всем добрый вечер. Приходите свободными. Маршал. Я вас не заметил, что вы это самое. Все хорошо. Как у вас дела? Вот здесь Я ведем все слушаю. информационную, просветительскую деятельность, пытаемся достучаться. Да, я Надеюсь, уже пришла частично заряженная. получится. Да, я пришла уже заряженная с российского стрима. Ага, к Ибрагиму и другим, может, кто захочет ответить вопрос про просветительскую деятельность и про вот в этом духе. С украинской стороны получается, я им часто и на комментарии тоже пишу, получается, украинцы хотят в Европу, там, где хорошо жить, а дагестанцы вот туда, где Имам Шамиль, Шарикат и древнюю, ну, плохое место, короче. В этом отношении у меня вопрос к чеченцам. Может, вот пропаганда того, что чеченцы в светском государстве будут гораздо лучше жить экономически, сработает больше, чем вот просто ругать, потому что они религиозные. На самом же деле 99% людей, которые себя относят к мусульманству, у них представление о вере, оно не такое, как написано в хадисах, тем более в этих грязных хадисах. Вот как думаете, что лучше сработает? Ругать религиозность или же показать дорогу, что вот цивилизованное государство, светское, оно дает больше экономических и других выгод? Ну, какую-то такую линию. Не в такой ситуации, что человек может сделать выбор, да, между, скажем так, между двух зол даже, да, или между злом и добром. Мы не на таком уровне, потому что у нас ислам головного мозга, салафизм головного мозга. Поэтому вот ты, если будешь, ты, имеется в виду, как бы, ты, я, кто угодно. Вот если человек будет рассуждать с таких позиций, да, вот экономически нам нужно это, то клиент не понимает. Клиент сразу реагирует как на красную тряпку. Ничего себе, он там, Аллах предлагает рай, короче, какая экономика, эта дуня, она закончится там.
и дальше уже там включается защитная реакция. Это так не работает. Какие Нужно, комбайны, какие дома, да? да. Там нужно именно разъяснить, что вся изначально вот эта идеология, ее нельзя таким образом полностью, как есть, воспринимать. Как минимум вот это. Полностью, я не знаю, кто хочет, сам может и полностью от этого, кто и без вот этих предписаний может нормально, ровно пойти, прийти, ни с кем не это, короче, как себя вести, для этого ему идеологии какие-то из арабских стран не нужны. Ну, кому-то, если даже и нужны, частично они, вот как мне на пока 72% не подходят, вот так вот хотя бы как-то, да, чтобы человек не все как есть, это дерьмо, извиняюсь, воспринимал за истину последней инстанции, как божественную. Только тогда вот сначала нужно вот это все поломать, сказать, ну или короче, осуждаю, взорвать то так все, да, и потом или разбросать, я не знаю, вот что-то с этим делать, чтобы потом аккуратно собрать, что хорошо, что плохо, там, отсеивая. Или вообще оставить как есть и идти там своим каким-то путем. Короче, только так, по-другому, другие какие-то ссылки, короче, на экономику, на выгоду, на это, пока это ничего не будет работать и не сработало. Так, Э, у нас эфир не слетел, комменты, я что-то не вижу, комменты. Комменты Отключили слетели. комменты. Кто это отключил? Вендетта, ты здесь? Вендетта, комментарий, шалыти, включи коммент. Я сейчас ну, Кто-нибудь знает, как их включить? Да? А, секунду. А, я не могу. Это кто-то в настройках что-то нажал. О, все. Все, врубились. э, Все, врубились. А, вот Рамштейн пишет, проверка. Окей. Марш до, Маржо, сестра кефирша, ягодка, богобожница. Привет, кошерный мой брат. Как дела? Альхамдулилля. Я рада слышать. Бурлан, у меня вот такой вопрос. На какой земле, в какой стране вы сейчас находитесь? Сейчас в США уехал. Убежал, соскочил здесь, не пойман, не птушка. Второй вопрос. Вы знаете разницу между салафизмом и суфизмом? Поверхностно, я не так. Я в своей какой-то молодости, там, в конце школы, первых курсах института, я немножко симпатизировал этим религиозным вещам. Я буквально, наверное, 3-4 дня читал вот эту книжку Коран, мне уже стало понятно, что это херня, что это непотребные глупости какие-то. Я дальше там не ковырялся, ничего. Ну, в этой книге именно. Но какая-то мысль была, может, все-таки это как-то неправильно.
ни бороды, ни бороды. И вот мы тоже были на этом, как эти наши люди. Но вот когда к нам пришла беда, когда люди были отчаянны, внутренне немножко подавлены, потому что каждый знал, что кто-то умрет из своего родственника. Потому, может, и все, когда тебя беспардонно такую маленькую Чечню бросают, и уже до того, что бросали, они знают, видят, заходит техника, самолеты, вертолеты, все это. И они понимают, вот приходит беда. Когда люди были так подавлены, к нам пришли какие-то миссионеры, это ваххабисты. Понимаете, если я говорю ваххабист, это не значит, что я что-то другое говорю. Я изначально сказал, на этом они построили государство, на ваххабизме. Но они это ваххабист слово поменяли на салафизм. У них не было салафизма, у них был суфизм. Этот суфизм у них взял турки тоже. Анатолий они взяли. Вот этот дервиш, как его звали, какой-то дервиш у них был. Я забыл его имя. Ну, многие люди знают, как его звали. Какой-то дервиш этот был, турецкий. Все, многие знают его. И, короче, они сейчас вот делают, что обман они делают людям. Они хотят разделить ваххабизм от салафизма. Это одно и то же, понимаете? Одно и то же. Ни одна буква, ни одна запятая там не меняется. Просто слово меняется. Хотя они, саудиты, это не стесняются от этого. Это у нас здесь так ругательно относится к этому слову ваххабизм. Хотя это ваххабизм и салафизм одно и то же. Вот под такой шумиху они нам это занесли. И когда сейчас люди узнали про это, они хотят, чтобы это и дальше и продолжило среди нас. Это ваххабизм что делает? Изнутри, из твоей семьи разрушает братские отношения. Ругаются, друг друга не понимают. Когда такого никогда не было. Это сейчас началось. Буквально 15-20 лет назад это началось. До этого люди жили, как жили. Кто хотел, как одевался. И женщины одевались по моде, и мужчины одевались по моде. И слова не были такие арабские среди нас. Мы не практиковали эти. Вот это навязчивое, это называется верующий. Понимаешь, верующий тебе практикуют, тебе говорят, и ты все это делаешь. А духовный человек, он не такой. Духовный это больше относится к суфизму. Ты сам познаешь. Вот, например, ты смотришь вокруг, думаешь, смотри, это не человек создал, это кто-то, какая-то Верующий, высшая ты сила. хочешь сказать, религиозно и духовно как бы разделить, да? Не, верующий человек, смотрите, Верующий, верующий религиозный, да, ну так обозначается это. Верующий религиозный, тебе говорят, тебе сказали, вот написали, вот это, все, ты буквально действуешь по этому. Что тебе написали, что тебе сказали, или какой-то мулла, или шарлатан, я не знаю, как их называть. Что они хотят, чтобы ты понял, они тебе этого говорят. Что они хотят, чтобы ты не понял, они тебе этого не говорят. То, что от тебя надо скрыть, они скрывают. То, что тебе надо знать, а, так, то, что тебе надо знать, в смысле, не всю правду, а то, что им выгодно, чтобы ты вот это знал, и ты на этом стоял твердо. Это для тебя это какая-то правда. На самом деле это неправда. На самом деле это искажено, это обмануто, это от тебя утаили самую ту суть, которую, если ты это знал бы, ты это не принял бы, ты не был бы согласен. У тебя сразу в голове начались бы противоречия этому. И чтоб ты вопросы не задавал, что это более-менее как удобно для них, они тебе это дают. А духовный человек
сам ищет. Духовный человек сам как будто Бога ищет. Он знает, вот смотри, как я сказал, ну это же не люди сделали это, все это звери, там, эту природу, там, туда-сюда. И он так понимает этого. А те говорят, кто-то был в прошедшем времени, они всегда вот так говорят. Вот кто-то был, он нам сказал, а тот ему сказал, а мне он сказал. А до него ты не можешь до седьмого неба добраться и спросить, это так или не так. А, вот так они это сделали. Это последние люди сделали. Смотрите, коротко скажу. У арабов был суфизм. Потом они поменяли ее на салафизм. А турки остались этими суфизме. Они не принимали это ваххабизм для себя. Вот так они разошлись. Когда разрушался султанат вот этих у турков, там же у них были сельджуки и османы, вот эти, они были кочевниками, и к ним тоже люди приходили. Вот так они вошли в этот ислам, эти турки. И до сих пор они остались на суфизме, турки, а эти остались на ваххабизме. И эти арабы к нам принесли это ваххабизм. Для нас это очень сильно чуждо. Хотя есть такой хадис от пророка. Ислам пришел чуждым и уйдет чуждым. Там разные хадисы. В одном хадисе говорят, она свернется в своей пещере, как змея сворачивается. Вот такой хадис. Есть, что она вернется обратно. И это придумали вот эти современники почти в 20-19 веке. Они это придумали, ваххабизм. До этого у них этого не было. Они сами подтверждают в своих изречениях или своих, Верта, что здравствуйте, написано. Верта. Здравствуйте, Верта. Здравствуй. Добрый вечер. Какое у вас мнение насчет ваххабизма и салафизма и суфизма? Хотелось бы узнать. Пожалуйста, Он расскажите. говорит, его не перебиваешь. Там смотри, у саудов люди, слушайте меня, пожалуйста, кто здесь слушает. Напишите, пожалуйста, в Гугле, какая идеология у Саудовской Аравии. Напишите, пожалуйста, какая идеология у Саудовской Аравии. Они вам все правда скажут. Или другие мудрые вам скажут, кто там находится, или я Смотри, не ты знаю, как врун, их блядь, называть. ты врешь, блядь, да ты дал акух, чё, блядь, ты врешь, блядь, ты сам это знаешь, ты что за хуйню ты сейчас говоришь, блядь, всем, а? Какой суфизм? Напиши. Айрзо, бичуган. Мулунаги, бич гребаный. Вот это аяло, 95 бирка, ты ама ена гуш мою, по-друски, зуддуй. Не, просто напиши, смотри, не надо ругаться, просто напиши, какая идеология у Саудовской Аравии. Просто напиши в Гугле. Google ихний. И на них работает. То и Google на них работает. Они не Голос стесняются, мочо как ты. знакомый Эдисон, да? Цачо, короче, бусал бача, бошляла бач. Чуть-чуть, петушок. Похинде, حدش признать يوم شوازع داتها وبيستغل لقيتها حدش признать شوازع سبحان الملك حدود إيمان برات وسبحان الله أجلا دو تعبيم بوشجرو شوالي اس إي ضعيف خري أجل حدش признать شوازع فهمتي دعوة خطوس حدش признать شوازع نو لامز دشواري باختوشا أقلا
совместно болбеш. Холлазинчена, ошечуца ветеранцан, раскаш халга яхетат, очевид. Инц ахшал. Чуелок, Сагирон, здравствуй, Эл, чуелок, хай элиши, приветствую, хай ниря, лейха майерил, 95, бирк туян, лил шила, ха-ха-ха. Якобы там беглые джихадисты туда-сюда, как бы упрекает, к примеру, таких, кто там как-то ушел, там, я не знаю. Тут люди, которые и ранены, там, с отсутствующими частями тела покинули, кто-то так покинул. И вообще упрекать людей, которые там ушли от этой войны, типа, это и гордиться, допустим, таким, как Дон Ахчи, вот это вот консерва, которая лежит на украинском дне, там, залегла где-то на дно, короче, оттуда работает, да. Вот вообще позорно гордиться тем, что вы победили там чеченцев или кто-то там от вас там убежал. Это все равно, что медведь будет гордиться тем, что он победил комара, знаешь. Ты бы лучше помалкивал, Дон Ахчи, такие дешевые вещи не писал бы. Потому что это позорно еще больше, понимаешь? Ты такая косолапый, короче говоря, тупой медведь, гордишься тем, что там победил какую-то мышь, знаешь. Это вот одно. А второе, короче говоря, я хотел бы сказать, что вот ты и вот это вот Салах, вот это вот Салаф, вот это вот вся эта банда, короче говоря, мы знаем, что вы, короче говоря, да, и ваши личности тоже распознаем и будем показывать вас, всю на чистоту показывать. Ты этот коллега этого Милори, шахматист, короче говоря, вы и Закаеву близки, и что все у вас там завязки плотные, мы нам известны. Вы твари будете, короче, на чистую воду выведены. Мы делаем, поверишь. Я лично видел, как бегают люди, когда идет война. Когда русские, плача, отходили, бегали, вертолеты приходили и стреляли по ним, говорили им, идите вперед. А те по ним стреляли. Вот такой случай в Донахче. Ты слышал о таком? А я это видел. Они бегали, они плакали и бегали, понимаешь? Потом приходили вертолеты, по этим солдатам стреляли, чтобы они не отходили, чтобы они напали на нас еще. Но те все равно не слушались их, спрятали за деревьями туда, вот так. Вот это называется бегство с поля боя, когда друг друга люди стреляют. Хотя, ты же знаешь, у нас не было такого арсенала, как у России. И этих вертолетов тоже у нас не было, если что. Вот они бегали. Вот это конкретный упрек, если ты хочешь кому-то сделать, кушай эту правду. Вот они бегали, плакали. Понимаешь? Как женщина плачет, вот так они плакали. Но это ваши террористы, на них наслали вертолет и стреляли на них, чтобы они не отходили. Вот эти парни умирали, гордо стоя, и держали вот этот фронт. Такая маленькая Чечня, такая большая, вторая армия мира. Они заставили плакать. Кушай эту правду. Жуй. Да, вот и Андрей постоянно цака наш постит, он до тебя вопрос, да, главный. Джахара молодец, да. Дакки букваш солночо убош, да. И что, колодоваться деш волшо. Динчер эрбойлеш, ихули, вышули, бош. Маршвол. Он аферу провернул в Грозном, куда, может быть, там с подсказкой Мусой, квартиру они продали, потом поехал, он вот так там сказку сочинил, что отобрали, и там получил компенсацию автоматически, потом переехал в Украину, там тоже, наверное, так.
такую же сказку рассказал, обустроился. Знаем мы таких насквозь. Так что тебе не место здесь. Хэш Албах, это тишина здесь. Такой вопрос тогда про религиозность, религию. Вот, такой пример, если взять два, например, брата и их родители есть. Один брат погибает. Как вы представляете, вот тот, который остался, он скажет, что вот нашего близкого человека нет, его червяки съели, там никакого ада, рая нет, никакой религии нет. Одна ситуация. Другое еще, он живет какой-нибудь бедный, несчастный человек, маленький, молодой, там на Кавказе, без какой-то перспективы. И он такой думает, вот есть религия, там-то вот какая-то справедливость, там вот когда-нибудь будет все справедливо. Он-то вот не знает вот этих всех хадисов и всей этой грязи. Вот как с такими людьми быть? Что, им вот можно сказать, вот вы грязь, вы такие-сякие. Как с такими работать, вот если с этой точки зрения посмотреть? Так у нас тут есть, вот Ибрагим такой, сработаем с ним, 75% мусульманин, потихоньку работаем уже 3 года. Мусульман мы не считаем грязью, с людьми мы ничего не конфликтуем, вражду не имеем. Мы сами были мусульманами, наши роды, наши семьи являются мусульманами, родственники. Мы не с людьми боремся, мы доносим до людей, что эта религия из себя представляет. Если в таком случае, узнав все эти мерзости из этой религии, они дальше будут становиться салафитами, ахлусуннитами и так далее, ну как к ним относиться? Как к баранам, которым ничего не поможет, все равно будут на те же грабли наступать. Просто себя защитишь от них и все. Тоже вот, может, мы думаем, что мы все вот люди могут критически мыслить вот как мы, или же у них тоже моральные ценности примерно как у нас. А на самом деле они вот действительно у них там тяжело вообще с IQ там 50-60 и с моральными установками тоже, грубо говоря, если там это можно оправдать каким-нибудь хадисом, они готовы на всякую глупость. Вот. Проблема. Идиотам же мозги мы не можем как бы запихнуть туда. Он ему одно пока рассказывает, что он 10 других направлений идиотских найдет и будет плясать. Проблема в том, что мы, как сказал Прометей, мы не против ислама. Этот ислам для большинства мусульман, они подходят к их традициям, они говорят, сколько они знают, у них есть, это действует. Но нашим от начала до конца ничто там нету, чтобы соответствовало с нашими адатами, с нашими, традициями. Вот в чем проблема. Мы не против ислама, против религии. Просто наши эти муллы не доносят ее как есть. Когда ты знаешь и принимаешь, это твой выбор. А когда вот так... Дело в том, что ислам... Извини, быстро. Дело в том, что ислам это такая бесхозный общественный транспорт, что у нас в Чечне, в горах могут появляться какие-то люди и управлять, манипулировать и
зарабатывать на нашем народе этой религии, блин. Не индуизм там, не какие-то индейцы, их мифологии или викингские мифологии, а ислам. Этот Прометей сейчас сделал на меня наговор, клевету, бухтан. Я не 75, а 72%. Да, я хотел, кстати, заметить эту цифру, как бы, да, но я не стал вмешиваться, я знал, что слышал. Не надо мои проценты поднимать. Ну, я как еврей, как бы, да, получается, у меня с математикой все нормально, как бы, да, но я вот хотел добавить, ну, да, точнее, убавить, как бы, эти 3%. Я извиняюсь, вот услышал слово бухтан. Это какое-то тюркское слово, потому что у нас тоже говорят бухтан, вот, типа когда наговор. Еще когда описывают человеческие качества, скажем, я ламус, потом есть адмидих. Типа адмидих это вот нейтральное, описать, что человек, нормальный. Адмидих. И есть лавза тоже. Говорят, лавза это уже про мужчину, когда он геройствующий, скажем так, такой рыцарь. Лавза говорят. Бухтан это чеченское слово или это арабское, турское? У нас тоже есть такое. Арабское это слово. Как я знаю, что все касательно ислама, как бы, не может быть чеченское, не чеченское, там, ну, неважно, не может быть все вот эти народы, которые не относятся к арабам, нету у них слов. Забрали у них все слова, как бы, да. Если там ислам внутри присутствует, то забрали все слова, которые у них были до этого. А слова там должны быть только арабские. Если даже убрать эти хадисы чисто по Корану, там ни один аят не подходит к нашим традициям. Bonjour, Moel. Listening. Чем наши люди, вот, например, чеченцы, даже Дугин знает лучше, чем они. Он говорит, у них есть суфизм бессознательный. Вот мы им импортируем туда салафизм, ваххабизм. И они между собой будут ругаться. Наши бедные чечены даже этого не знают. А вот это русский человек это знает прекрасно. Даже знает, как нас между собой сталкивать изнутри, чтобы мы между собой воевали, хоть на словах, да и психологически друг друга давки делали. Вот он прекрасно знал это. Наши чечены говорящие не понимают. Даже не знают, что у них арабов практикуется. Еще 300 лет тому назад они придумали этот ваххабизм. Выучи, тогда узнаешь. У них был суфизм. Они пили, гуляли, что угодно делали. Это вам труд, сказки новый вот час. У них есть древние книги, которые написаны. Даже в интернете вы можете найти, что это так и было. Хотя они хотят очистить это все. Так что у них только ваххабизм. Хочешь ты, не хочешь ты. Другого у них нету. Но они просто слово поменяли. Салафизм. И все. А суфизм тоже у них был. И турки от них взяли. И мы сейчас тоже были в суфизме. И вот этот Дугин поменял нам вот эту. И свою идеологию через всю литературу и все. Я сказал то, что от них исходит. От себя я ничего не придумал. Дугин это тот, у кого дочка погибла, получается, правильно, да, и он сделал ее смерть как священной, да, вот, что она как что-то вроде этого жертвоприношения. Да. Он еще подчеркнул. Он подчеркнул, что она, получается, погибла, как бы там умерла, там,
Нельзя, чтобы люди умирали, да, чтобы все это. Ну, вот она погибла по религиозному принципу Дугина, как бы, он что-то вроде джихада, как бы, да, она ради джихада умерла. Это вот этот... Да, он подчеркнул, что если мы не внедрим туда вот этот ваххабизм, что мы не выиграем у них, это уже получается второй раз они к нам заходят. Но они сразу вот это, они давно приготовились к этому, еще до войны приготовили. Вот, это же большая работа, это же щелчком пальца не делается. И вот они принесли нам этот ваххабизм, сделали много разных групп, называют по-арабски джамааты, туда-сюда. Вот разоблачили наш народ в одну сторону, это джамааты в другую сторону. Все, они так, получается, выиграли своей массой всего, то, что они нас разделили с этим. Когда мы были одним кулаком, как нас одна русская учительница учила, брала веник, мы были маленькие, она говорит, вы можете сломать веник? Мы говорим, нет, мы не можем, мы дети. Она говорит, если вот поодиночке, если я сейчас развяжу это веник, а вы сможете сломать вот эту одну? Мы все говорим, да. И она говорит, если вы будете так сплоченные, я даже не понимаю, почему она говорила, но она говорила. Вас никто не сломит. Она имела в виду наш класс. У нас были какие-то соревнования, там, зерница, все так, играли мы. Вот в связи с этим она говорила. И это на практике доказало, когда первый раз русские зашли, все были едины, и мы выгнали этих русских. Вот так вот до ночи. И он сказал, еще раз повторяюсь, если мы не внедрим вот эту, мы не сможем их победить. Чеченцы, он говорит, это особенный народ. Особенность у нас, мы любим свободу. Вот это есть наша особенность. Ну, верно, смотрите, получается так, то, что как бы тут, опять же, слабость в чем произошла? Слабость произошла в том, то, что погибали как бы родные и близкие. И откуда не ждали, и откуда не хотели, как пришла вот якобы та псевдопомощь, да, начнем с этого. Не знаю, как она была договорена с тем правительством, да, которое воевало против вас. И как это, они шли туда к вам. Ну, я примерно понимаю, но это далеко туда уходить, как бы, это долго говорить об этом и так далее. И да, тут они воспользовались как бы вот именно вот слабостью, да, на тот момент того народа, который вот проживал у вас. И там все это перемешалось, и тут, получается, война уже с двух сторон получилась. И с той стороны, и с этой стороны. И против вот этого радикального ислама, и против этих оккупантов. Вам тяжело, согласен, тяжело. Но это даже понимать, вот та молодежь, кому вы несете эту правду. Они даже это понимать и слышать. Тяжело. Здесь видимый враг и невидимый враг, понимаешь? Вместе с тобой сидит, кушает, все это, оказывается, он у них работает. А ты веришь ему. Просто его того познаешь, что это, оказывается, вот это его друг, а не твой друг. Но он с тобой сидит, кушает, пьет. Сейчас это выясняется потом. Вот, конечно, тяжело было. Но когда наскоком за пару часов двумя штурмовыми десантными войсками Акелла промахнулся, взять просто за пару часов губами, как взяли Киев губами закрыть на 4-й год. Вот это все из этой оперы. Тогда внутренний раскол. Ну, тут нужно рассказывать, на чем раскололи. Раскол на чем? И как раз таки вот на этой гребаной идеологии. Исляма раскололи внутри чеченского общества, противопоставив друг против друга, и понеслась, поехала. Это когда чеченский народ отвернулся от тех, которые типа воюют были те, которые воюют за свободу, но потом уже начали объявлять всем кефиром джихады, там, создавать джамааты, группировки эти, которые не подчинялись никому. И вот тогда народ послал все это нахрен и отвернулся. И тогда за пару лет, короче, все закончилось.
когда за твоей спиной нету народной поддержки, ты никто, и звать тебя никак. А народ отвернулся тогда, когда они начали налево, направо людей убивать, короче. Как пророк ночью заскакивать, на спящих нападать. И тем же, чем и русские занимались вот этим так называемым муджахидом. Могли ночью, когда все спят, зайти убить там мужчин, короче. Да, как пророк совершал, вот тем же самым, вот эти жамааты занимались. Вот эту лень, вот эти мудаки тоже из-под тишка выключил свет, убили. На Аслана Масхадова покушение делали. Да. Вот я помню, когда вот эти начали по селам шастать, вот эти на религиозные речи, все люди, короче, собирались и с мемами охраняли села, чтобы эти мудаки туда не зашли, не дурили молодежи, короче, голову. Вообще не впускали. Представляете, село, даже с оружием было вообще пофиг. Люди выходили со своими двухстволками, то, что есть, вообще въезды, выезды сел сторожить, чтобы эти мудаки туда не зашли. Объявляем международный исламский джихад. Там объявляешь. Джихад против неверных кафиров европейских. Мы на русском православном международном исламском джихаде. Мы дуа делаем за нашего халифа Василия Васильевича Хуйла Ибн Васильевича Аль-Путлера. Такой вопрос к Вендетте. Ибрагим ушел. Жалко. Хусейна не бывает из хана вот тут в ваших эфирах? Не, Хусейн не бывает здесь. Ибраим сейчас зайдет, он просто, может, занят. Хусейн на подпольный джихад ушел.
Тогда вопрос такой для обсуждения. Если вот я так думаю, что вот в 90-х, когда объявили о независимости, на самом деле очень много факторов совпало, и низкие цены на нефть, и то, что советское, вот русское руководство решило переформатировать государство, там, ну, сделать его псевдодемократическим, частично демократическим или как-то, и прочее, прочее, много всего совпало. Вот если еще раз будет такое, что вот сейчас Россия завязнет в Украине, обеднеет, руководство донечкистское поймет, что дальше так нельзя. Вот Не завязнет, уже завязла давно. И не знает, как оттуда выйти. Да, вот если дальше придет примерно похожая ситуация, как в 90-х, и, ну, скажут, давайте теперь проводить выборы в регионах. Не то, что за свободу, хотя бы в регионах нормальные выборы, скажем, проводить. Вот есть люди в Чечне, которые прозападные, смогут выставить свою кандидатуру, и его поддержит большинство. Ну, грубо говоря, там это выборы будут... Вывод всех оккупационных войск и отобрать оружие у тех шнырей, которые они поставили гнобить чеченский народ. Вот тогда чеченский народ скажет свое слово. Ну, извините меня, со стволом затылка никто, конечно, не скажет никакого слова. Это я понимаю. Я вот гипотетический вопрос, что если вот Европа, например, под наблюдением Европы, она потребует разоружения той власти, которая есть, и потребует провести выборы. Вот есть люди, которые смогут свою партию выставить или свою кандидатуру, свои политические программы, которые поддержат большинство жителей на территории, которые там сейчас живут. У нас все есть. У нас есть Конституция 1992 года, за которую пострадал практически весь чеченский народ. Светское демократическое государство, основанное на демократических принципах. Вендетта, он говорит, если этот момент настанет, например, завтра или послезавтра, или через месяц, через год, через 5 лет, он говорит, готовые люди есть у вас, говорит он. Вот как раз таки мы этими занимаемся, готовим общество. Такие люди есть такие люди, но большинство не публичные, они есть и работают, но, как говорится, за кулисами они. А такие, как мы, в публичном пространстве работают. Да, я знаю, что в принципе они есть. Я про то, что есть люди, которых может поддержать большинство, и которых сможет даже Европа, например, сказать, что вот эти люди представляют чеченцев. Ну, какая-то организация. Там у татар вот этот, я знаю, там, Рафис и Нафис Кашаповы там есть как-то политические деятели. Есть, я знаю, что Чеченская демократическая партия, но насколько европейские структуры, они знают и могут сказать, да, вот эти люди должны участвовать тоже в выборах.
западные люди, русские, вы творите, они до сих пор знают, что они не очеловечествовали, они варвары. Они похожи на вид, когда они одевают галстук, там, костюм туда-сюда, это похож. Алло, Но алло, внутри... Вендетта, алло, как слышно? Вендетта, алло, Самуэл, Метхуэл. Прием, 29. Халуака Ибраим, цасах дою муабеч был. Человек, ты ну... Ходук телефон сейчас вырубится дырдонку. Просто сейчас подать новости. Как что лучше? Давай, новость. Я часто смотрю новости, попадаются какие-то там, но сейчас тоже... دي قيك حيوالو это хагулка хаж. Такой вопрос, продолжение прошлого. Вот, новости часто смотрю, вижу там сейчас в Казахстане какого-то... Маршо, я лишь... Короче, друзья, у нас Вендетта сейчас занят, там у него срочно нужно поговорить по телефону. Сейчас у нас Фарго вроде врубит эфир, Фарго. Короче, не расходитесь, да, там. Сейчас я у Фарго спрошу, или он, или Маршо, или я, кто-нибудь, короче, другой включит. Пока не включит, я оставлю. Давай, ты как включит, ты скажешь. Сейчас тогда вернусь к Фарго. Это что было? Понимаю. Короче, этого я точно не делал. Я не знаю, что это было. Мы не знаем, что это. Если бы мы знали, что это, очень страшно. Друзья, Фарго пишет, что 21:45 будет эфир, через минут 40 это. Давайте, короче, пока ко мне переходим. Вендетта, давай, выставь. Ну, мы в тельняшках. Да. Получается вот так. Мусульмане, ну,